ГСП онлайн. Городские новости сейчас. То, что сегодня называется Воднинским хвостохранилищем, 2 года назад было радиоактивной свалкой. Теперь мусор законсервирован, то есть его не просто закопали в землю, но и создали сверху многослойный защитный экран, чтобы исключить попадание осадков. А чтобы исключить опасный контакт с рекой, по всему периметру оградительная стена. Ее глубина колеблется от 8 до 12 метров. Объект закончен с небольшим опозданием, правда, по сроку, но с объективным опозданием, связанным с частичной заболоченностью территории, да, которую там на первоначальных этапах было сложно выявить, но тем не менее она была, и нам пришлось дополнительно здесь делать отсыпку, которая не предполагалась, но тем не менее, в общем-то, мы все сделали, объект закончен, передаем его в ваши надежные руки. Стоимость работ около 200 миллионов рублей. Не зря ли были потрачены деньги? Результат оценивают члены республиканской рабочей группы по вопросам реабилитации загрязненных территорий. Сколько здесь было? 40 микрозивертов при норме 0,2-0,3. То есть это... Сейчас 0,06. После этого прошло совещание в городадминистрации. Тема обсуждения – дальнейшие перспективы территории хвостохранилища. В ближайшее время должно быть принято решение, кто займется обслуживанием этой территории. До тех пор, пока госкорпорация «Росатом» назначит эксплуатирующую организацию, ключи от замка, запирающего территорию, остаются у работников РосРАО.